Республика Южная Осетия, Алания и Ристон. Земля древних ариев, скифов, алан, осетин. Извечная твердыня света и добра, священная обитель народа, сохранившего наперекор безжалостной судьбе древние сакральные знания, язык, традиции и мировоззрение своих великих предков. Об этом говорил исследователь осетинской культуры XIX века Владимир Пфаф, утверждая, что осетины чудесным образом сохранили в своей духовной традиции черты, которые являются остатком времен высочайшей нравственной цивилизации Золотого века. Эту особенность осетин заметил и участник войны 2008 года Александр Орлов. Выносливость и здоровье осетин черпаются из глубинной связи между отдельной личностью и народом, связи с родной землей. Осетины сохранили свои традиции и многовековые ценности. Они крепки не только телом, но прежде всего духом и высокой нравственностью. Согласно легендам Востока, есть народы, прошедшие человеческую эволюцию и достигшие божественного мировоззрения, которые присылаются на Землю с миссией помогать другим народам постигать тайны бытия. Для пятой расы это были арийцы, народ великих духов, народ посвященных и жрецов. Об этом писала в своей книге «Мы и вечность» Елена Газданова. Судя по внутренней духовной культуре осетинского народа, можно утверждать, что предки осетин были посвящены в тайные знания космоса. Надо полагать, что дух народа прошел эволюцию и имеет опыт прежних цивилизаций. Учение древних ариев было связано с вселенским, космическим миропониманием, с почитанием сил природы, с необходимостью свободного, осознанного выбора человека между добром и злом. Согласно древнеарийскому учению, Богу не следует поклоняться в храмах, так как вся земля и небо – это Его великий храм. Единственными продолжателями арийской идеологии единобожия, основанной на древних науках, знаниях и опыте, являются прямые потомки нартов-асов, ир-ас-аланы-осетины, народ, искусственно разделенный на юг и север, и тем не менее, по обе стороны главного Кавказского хребта всегда остававшийся носителем и хранителем древнейшего духовного мировоззрения человечества. Формой сохранения и шифрования этой идеологии у ир-ас-аланского народа было воплощение божественной космогонии в сакральном понятии Ахдау, выступающем в качестве первоформы космических законов в мире людей. Кроме того, использование уникальной сакральной символики в традиционной культуре, культовой архитектуре, а также распространение обрядовых действий, священных ритуалов, молитв песен, молитв танцев и безукоризненное проведение древних общенародных праздников. Это свидетельствует о колоссальном историко-культурном значении страны Ир как территории, являющейся очагом и хранителем древнейшей духовно-идеологической доктрины индоевропейского мира. Мы носители величайшей культуры, величайшего культурного наследия, величайших традиций, которые до сегодняшнего дня с Божьей милостью нам удалось сохранить. Нам ничего не надо выдумывать. Наша национальная идея – это в том, что мы сохранили сами себя, что мы остались самими собой. Вот наша национальная идея. Значит, существует система Ахдау. Это начало, это фундамент. Ахдау обязателен для всех, и для мужчин, и для женщин, и для героев, и для негероев, и для больных, и для здоровых. Ахдау – это прописанная система правил.
И система, которая была также необходима для выживания, как воздух, к примеру, да? Эта система сама по себе заключала принципы, которые позволяли хаосу не пересечь какие-то границы, не вторгнуться в человеческую жизнь. Это цивилизационная система этическая. Возвращение к национальным истокам – это не только петь, танцевать, произносить тосты. Это главное, чтобы мы себя ощущали прежде всего осетинами. И также наследниками тех великих традиций, которые мы получили от наших предков, от тех людей, которые устанавливали законы общения, законы существования в обществе, в своем обществе и с другими обществами. Это, я считаю, очень большой дар, очень большая ценность, которой мы должны дорожить, которую мы должны сохранить, развивать и передавать нашим потомкам. Земля Иристона, Осетия-Алания, исторически является крупнейшим и древнейшим сакральным центром всего индоевропейского мира. Это единственная точка на планете Земля, где на сравнительно небольшой территории Центрального Кавказа сосредоточено такое огромное количество святых мест – кувандонов. На юге и севере Осетии-Алании их насчитывается свыше 1000. К сожалению, из этого единого организма священной территории Осетии-Алании в 1922 году был злонамеренно оторван и передан Грузии Казбекский район с 64 святыми зуарами осетин, в том числе с одной из 3 главных святынь Осетии – святилищем Таранджелос в Трусовском ущелье и известными всему народу Кобы-зуаром и Ломише-зуаром. В Южной Осетии главным считается святилище Джерезуар, посвященное Лактезуару, в котором успешно излечивали душевнобольных. Мы рассказывали также о древнейших культовых местах древних ариев Гомарт и Усанет. Еще одно необычное святое место есть высоко в горах над селением Шихантур, святилище Билурта. Земля вокруг этого святого места резонирует. Удивительно также, что в Южной Осетии есть около 30 святилищ с названием Реком, а также есть множество других древних загадочных мест, хранимых народом Ир с древнейших времен. Культовые сооружения нартов-асов, выстроенные ими высоко в горах Центрального Кавказа, являются символами древних космогонических воззрений их создателей. Каждый из 1000 ныне известных зуаров имеет свое сакральное таинство и играет определенную роль в структуре природного храмового комплекса Осетии-Алании. Осетины пришли на Кавказ не только со своим языком, не только со своей мифологией. Они принесли с собой и свои верования, корнями уходящие не только в иранскую, но и в арийскую эпоху. И у нас абсолютно четкое убеждение, что все наши церкви, храмы и святилища построены на особо каких-то энергетических зонах. И мы даже, когда вот начинаем какой-нибудь памятник исследовать, скажем, 17 века, мы находим элементы 10 века, 8 века. И мы абсолютно уверены, что на этом месте было какое-то древнее святилище, и наши предки прекрасно знали об этих энергетических точках, и там они строили. Ну, а дальше, когда христианство стало проникать, вот они вот уже здесь возводили строения. Святилища – это не только те, которые наземные сооружения. У нас святилища в огромном количестве представлены просто местом. Понимаете, вот место. И село, фамилия ходит к этому месту, потому что память народная хранит традиции и святости этого места. В Южной Осетии имеется несколько святилищ, проходя мимо которых путник обязан был либо отломить ветку дерева,
и оставить ее у основания святилища, либо заранее, заблаговременно запастись охапкой дров, принести их туда и специально их там разложив, оставить. Это как бы дар божеству, вот это есть жертвоприношение. Есть один очень хороший текст, относящийся к скифским верованиям, сохранились они у Геродота. Он пишет, что скифы почитали военное божество, и они чтили его в образе меча, который втыкали не в землю, обратите внимание, а в пьедестал, сооруженный из хвороста. То есть каждый скиф должен был отломить, где-то срезать, либо пруд, либо ветку дерева он должен был принести. Они сооружали огромный пьедестал, и в центр водружали меч, которому и поклонялись. Очень хорошо это все объяснено Дюмизилем, но никаких следов вот этого обряда в Осетии не сохранилось, кроме вот тех святилищ, о которых я вам говорю. Это филиал Усамет, это значит святилище в селении Кущета, это святилище в селении Чех, и еще несколько, всего где-то 6 святилищ в Южной Осетии, где вот это практиковалось. Для того, чтобы не потерять связь с высшими силами, не сойти с пути Бога, предки осетин соблюдали высший закон жизни – Ахдау. Сущность структуры Ахдау всегда составляли такие универсальные понятия и категории, как фарн, кад, намш, авшарм, уаждан-зинад, лагзинад. Ирон Ахдау обозначает распространение божественной истины и охватывает абсолютно все сферы и уровни человеческого бытия и сознания. Сегодня у нас плачут, что Гдава больше нет. Это неправда. Гдау, конечно, есть. Он будет всегда, пока последний осетин живет на белом свете. И понятие «энахдау» никогда не потеряет своего значения, как и не потеряет своего значения «всарм», который лежит в основе этой системы. И он включает в себя всарм в очень широком диапазоне. От всарм к старшему и обратно к младшему, к эстертевсарм. Мужчины к женщине, женщины к мужчине. Система, в основе которой лежит уважение, она создавала предпосылки для того, чтобы общество само себя регулировало. В этом обществе не нужен был ни надсмотрщик, ни полицейский, ни жандарм. Кроме всарма, у этой системы есть еще основополагающее понятие, как добродетель. Это кад. Кад. Следовать по пути када – это значит соблюдать, во-первых, Ахдау и совершать какие-то поступки. И сразу же возникает вопрос, а зачем вообще надо было быть кадчем? Зачем надо было быть, скажем так, святым? Да? Зачем надо было быть? Какой смысл в этом? А смысл, и это вытекает из самого эпоса нарского, как первоисточника наших представлений о духовности древней нашего народа, да? Смысл состоял в том, что только преодолевший в себе ваигов и таким образом избавившись от своих материальных зависимостей и привязок, только такая личность могла приобрести некую, скажем так, невесомость для обретения нового знания о мире. У нас не было законов писанных, у нас не было конституции, у нас был Ахдау, у нас были адаты, которые успешно регулировали всю нашу жизнедеятельность, любой срез нашей жизнедеятельности. И это было настолько правильно, что это вызывало восхищение. Ахдау у осетин была на первом месте всегда.
Они умели себя вести, и при встрече с женщинами они не могли себе позволить лишнего, плохие слова или что-то, или неприятно одетым, или как-то. Ну, осетин это очень сильно было развито. Как вести себя перед младшими, их, ну, младших, и, насколько я помню, никогда не унижали, никогда не оскорбляли. Это их воспитывали так, в танце, в послушании и почитании старших. Не дай Бог, чтобы младший когда-то косо посмотрел на старшего. Это ему было позор. Он тогда всю жизнь был бы, вот, типа, уважение он терял. Я занимаюсь туризмом, альпинизмом, вожу детей вот именно в такие места, где вот, ярко проявляется вот, Ирон Ахтау, Ирон Фар. Вот есть со стороны Кударского ущелья Мурах. И там, насколько я знаю, и как мне объясняли, туда приводили своих детей из долины, из других республик, как себя вести. Их обучали там. Туда был конкурс. Там деревянный крест стоит, там сим де фаз. Там они вот свои эмоции, свое вот, проявляли в танце. Вот. Согласно преданиям, наши предки всегда находятся рядом с нами, готовые нам помочь. Возрождая свои традиции, мы приобщаемся к древним знаниям, ведь наша сила – это фарн предшествующих поколений, сила накопленных ими знаний и умений. Когда народ смотрит в будущее через призму своего прошлого, творить в настоящем на основе духовности и культуры, которая воспринимается от предков, он имеет самый надежный фундамент для жизни в будущем. Приметой последнего времени является то, что люди начинают возвращаться к национальным истокам. Это очень положительно, потому что наш язык настолько древний, его не смогли сломить и уничтожить тысячи орд завоевателей. Он исчез в результате тех многочисленных миграций, которые совершили наши предки, наш народ. Несмотря на те сложности нашей жизни в тесных горных ущельях, в поистине нечеловеческих условиях, мы язык сохранили, потому что этот язык – это наше сегодняшнее, я уверен, что это и наше завтрашнее. Мы пронесли сквозь свой язык, сквозь такие испытания, когда вообще языки просто умирают и теряются. Мы его сохранили, вцепились в него зубами, потому что знали, что это то, что делает нас тем, кто мы есть. Но мы говорим с нашими богами на нашем языке, правильно? Мы же не обращаемся к ним на других языках. Именно наш язык они понимают. Если говорить об историческом наследии, об архитектурных и археологических памятниках, которыми чрезвычайно богата земля Южной Осетии, то они, несомненно, свидетельствуют о многотысячелетней непрерывности культуры обитавшего здесь народа. Если проследить чисто по тем артефактам, которые у нас имеются, мы с полной уверенностью можем говорить о многом, и в первую очередь о непрерывности развития вот этой культуры, которая сейчас называется астинская. Потому что я непосредственно связываю и кубанскую, кубано-скифскую, потому что на скифском могильнике есть погребения, связанные с скифской культурой. Наконечники стрел, даже маленькие типа акинаков, короткий меч и так далее. То, что у нас вот непрерывно прослеживается, вот видите, вот этот кинжал, это сарматский кинжал. Не сарматского типа, а сарматский кинжал, потому что здесь вот орлиные головки вот наверху прослеживается, и прослеживается вот эта продольная линия для стока крови, что потом перешло на кавказский кинжал. Это вот датируется где-то 3-2 веками до нашей эры. Около 10 погребений в раскопках Баграта Виссарионовича были выявлены костяки, на груди которых находился пастуший посох Фияуляжа. И Баграт очень остроумно сопоставил Ироном Бисон Элгаст
Талажагдамдан даривался верят. То есть это, можно сказать, исключительно редкая очень параллель, когда какой-то материал, почему так археология в чистом виде, ну, это мертвый в этническом отношении, к сожалению. Но вот когда такие параллели, и Баграт-Виссарионович тогда датировал это X веком до нашей эры. Последние мои исследования, часть опубликованные, частью нет, приводят к мысли о том, что появление предков осетин на Кавказе относится как минимум где-то к середине второго тысячелетия до нашей эры. Изучение скифо-осетинских параллелей – это этнографические, начало которых положил Всеволод Миллер, это языковые, в том числе фразеологические. Ну, о них много можно говорить, и насчитывается, может быть, несколько десятков вот таких параллелей, которые насчитывают хронологически не менее 2500 лет. Ну, за Мохам, Магурла Гвардонджа. Есть такая пословица. Хана Алгаст Ханат Ораг элемент Кавиногдеса. Вот они как бы несколько, и такие параллели, которые насчитывают не менее 2500 лет, четко говорят о том, что скифы говорили на том же языке, на котором говорят осетины. Здесь наличествует то, что говорит именно о том, что здесь живет тот народ, который здесь жил, который является именно потомками ранее здесь проживающего народа. Индоевропейцы, именно индоевропейцы. Во время нашего пребывания на священной земле Южной Осетии, во время общения с ее поистине героическим населением, нас не покидало чувство гордости и глубочайшего уважения к нашим южным братьям и сестрам, к людям, вынесшим на своих плечах невероятные, неимоверно жестокие испытания войны, к людям, прошедшим сквозь многолетний ад грузинской агрессии и геноцида, и при этом чудом сумевшим сохранить духовное и нравственное достоинство настоящих алан-осетин, не забывших язык, культуру и обычаи предков, не растерявших доброты и милосердия, приветливых, дружелюбных и очень простых, как и подобает наследникам великих мудрецов. Именно поэтому к людям света и добра, грудью охранявшим священную землю предков, в самый тяжелый час пришла помощь высших сил. По свидетельству очевидцев, в 2008 году, когда грузинские войска атаковали Цхинвал, десятки жителей не раз видели, как с купола храма Рождества Пресвятой Богородицы сходила небывалой красоты женщина в сверкающих белых одеждах и шла по городу, несмотря на перестрелку и взрывы. Богородица всегда появлялась там, где нашим людям приходилось тяжелее всего, и там, где ее видели, бой обязательно заканчивался победой. Богородицу на улицах Цхинвала видели и грузинские офицеры и солдаты. Когда они поняли, на чьей стороне Божья Матерь, среди них началась паника. В своих воспоминаниях полковник Олег Бедула пишет: «Нашим войскам противостояли командос, элита грузинской армии, которую обучали американцы на своих военных базах. Отлично подготовленными оказались и грузинские танкисты. После явления Богородицы неожиданно все это воинство побежало, побросав танки, оружие и технику». 7 лет прошло с той кровавой битвы. Город-герой Цхинвал восстает из руин, залечивает свои многочисленные раны, строит мирную жизнь на своей древней земле. Цхинвал – один из древнейших городов планеты. Его основание датируется III веком нашей эры. О том, для чего он был создан, говорит название города. Оно переводится как «место пребывания высшей жреческой касты». Под многими фундаментами верхнего слоя строений в еврейском квартале Цхинвала были обнаружены древние кладки. Стена с подземным ходом шириной в 1 метр шла с запада на восток
и выводила к Ляхве. В домах на набережной были подземные выходы к реке. Сирийские осетины утверждают, что и у них в Дамаске обнаружена точно такая же стенная кладка. Цхинвал, это я не буду сейчас на этом останавливаться, но это скифская твердыня. Это абсолютно элементарно и логично вытекает из того, что скифы все время шли через Кавказ, на Переднюю Азию, оттуда туда. Естественно, у них были места, где они или зимовали, или там у них были форпосты и так далее. И сегодняшняя известная крепость вот в городе Цхинвал, да, она средневековая крепость, но крепость просто так не возникает. Она была, и была, вероятно, более ранняя тоже. Цхинвал расположен стратегически в очень хорошем месте, в очень. Вот посмотрите, это как бы вот связующее звено для прохода на север, и здесь действительно проходили вот древние пути. Поэтому его ценность, вероятно, заключается не только в этом стратегическом, торговом или каком-то, но еще в чем-то сакральном. Понимаете? И вот недаром, но я часто далеко идти, но Гитлер рвался к Цхинвалу в поисках священной земли Волгала. Республика уверенно становится на ноги. Безусловно, для полного восстановления потребуются годы, но главным достижением послевоенных лет можно считать строительство десятков объектов социально-культурного назначения. Среди них можно назвать микрорайон «Северный» на окраине Цхинвала, 36-квартирные дома, относящиеся к категории элитных. Построен дворец спорта Алины Кабаевой. Открыл двери государственный киноконцертный зал «Чермен». Построено здание администрации Зауского района. Завершено строительство автомобильной дороги Дменис-Ленингор. А самое главное, для всего осетинского народа, наконец, хотя бы в одной части Осетии построено здание Национального музея. Юго-Осетинский краеведческий музей был основан в 1923 году. В 90-х годах прошлого столетия в результате грузинской агрессии здание музея было разрушено, и только в 2014 году началось его строительство. Уже через год Национальный музей республики распахнул свои двери для посетителей. Самые значимые экспонаты, большей частью артефакты, найденные при раскопках Тлийского могильника, во время военных действий начала 90-х были вывезены на хранение в Северную Осетию. После завершения строительства Национального музея в Цхинвале экспонаты были возвращены. Изначальный проект музея был чрезвычайно привлекательным и идейно насыщенным, однако претворить его в жизнь, к сожалению, не удалось. Но и сегодняшний облик музея радует глаз, особенно воодушевляют планируемые в дальнейшем дополнения к внутреннему обустройству Национального музея. Хочется, чтобы зрелищная составляющая нашего музея, она тоже не отставала от исторической составляющей и от научной составляющей. Вот на входе нами разработан вот этот эскиз, который мы будем осуществлять. Здесь у нас будет в натуральную величину поставлен всадник, значит, рыцаря аванского времени, такого, значит, чтобы вот. Да, конечно, это доспехи, все как положено, это будет очень интересно выполнено. В всяком случае, мы уже этот вопрос обговорим. Здесь, с другой стороны, у нас будут представлены 9 фигур разных эпох, то есть скифского периода, сарматского периода, аланского периода, царей, которые тоже общеизвестны. Вот их фигуры будут сделаны, тоже отлиты. Интересно. У нас будет представлено скифское золото, копии. Это искусство, национальное искусство. Можно его назвать кустарным искусством, можно как его угодно можно назвать, но это человека воспитывает. Когда человек занимается такими делами, такими вещами, он никогда не станет подлым. Никогда. Он останется человеком, останется. Когда вот из твоих рук что-то выходит, вот, и людям это нравится, у тебя появляются крылья. И тебя вот вдохновляет на следующие, на другие какие-то хорошие работы. Так что я за то, чтобы вот открывали школы, и туда ходили, привлекали детей, и чтобы они занимались этим.
После вот войны люди объединились, они захотели жить, они вот поверили и в себя тоже, и начали святилище Джер, начались работы по реставрации вокруг территории. На улице Мамсурова, Хаджи Мамсурова, там тоже местные ребята хотят сделать фонтан. На улице Целинникова, около озера, там тоже процесс пошел. И очень примечательно, что это пошло в возрождение. У Астин есть давнейшая традиция, это ЗИЛ, народный сбор, народная помощь друг другу. И я объявил ЗИЛ по всей республике, ко всем обратился во всем мире. Этот ЗИЛ начался, и 1 июня этого года мы приступили уже к работам с разрешения города. И на данном этапе мы сейчас восстанавливаем сам фонтан с скульптурой уже Фатимы. И так как уже эта красота должна гармонировать со всем парком, который тоже уже надо его тоже обновить, и пришлось приступить к обустройству всего парка. Сейчас мы видим, как Костах Этагуров приводится в вид, потому что 75 лет его никто не трогал, никто не реставрировал. Вот такого хорошего качества он был сделан. آی من مگسکو رایدیان تا رایدیان اما خساو رسم فکند تاق درست جدم نوج در آخم فانتان تا خمارستت تشفزنا. На земле Южной Осетии действительно наступило столь долгожданное начало мирной, свободной, созидательной жизни. И верится, что она станет эпохой великого возрождения народа и страны во всех сферах жизнедеятельности. Возрождение и в сельском хозяйстве, для которого есть много благоприятных факторов – климата, плодородности почв и трудолюбия населения. И в области промышленности, особенно рудной, поскольку недра республики чрезвычайно богатые залежами полезных ископаемых. И в области рекреационного туризма, так как Южная Осетия славится завораживающей красотой величественных гор, царственных лесов и обилием минеральных источников, что позволит планировать также и возрождение санаторно-курортной базы. Но прежде всего необходимо возрождение национальной культуры с осознанием того, что все культурное наследие, которое осетины бережно хранят в недрах своей души, основано на глубоких традициях, уходящих корнями в далекую древность. Из глубины веков мы получаем послания, которые позволяют нам приподнять завесу над неизведанными тайнами прошлого. Ценность этих даров бесспорна, потому что прошлое составляет тот фундамент, на котором строится наша сегодняшняя жизнь. Возвращение к истокам древних знаний есть та бесценная национальная идея, которая выражает цель и смысл существования этноса, нации, в настоящем и будущем. Это стратегия выживания, объединяющая народ. И наша самая главная задача, как преемников скифов и алан, сберечь свою национальную территорию, сохранить самобытный менталитет, изучать и развивать традиционную культуру и язык, а также найти ключи к разгадке всего бесценного наследия, завещанного именно нам, нашими великими предками на юге и севере Осетии, Алании. Если тебе мужчина, имя Осетии, ты просто обязан быть сильным, любимым быть и любить свою землю святую, отца почитать и мать, и ту, что родит тебе сына, Мадонною называть. По жизни тебе искушение придется не раз испытать, и деньги сулить тебе будут, и страсти, и славу, и власть. Но коль называешь себя ты потомком аланов и скифов, ты жить постарайся достойно веры своей и именем. Мы любим тебя, Осетия, мы будем тебя беречь и посягнуть не позволим на славу
живет. Мы любим тебя, Осетия, мы будем тебя беречь и посягнуть никому не позволим на славу твою честь.